В эфире игра «Ума палата». В этом году известной писательнице Джоан Роулинг исполняется 60 лет, а мальчику, который выжил и стал волшебником, 44 года. Чем не повод проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в магической вселенной и почему Всемирный день Гарри Поттера ежегодно отмечается 2 мая. Об этом и многом другом мы узнаем у настоящих поттероманов Якутска. Теперь познакомимся с ними. Игроки, представьтесь. Меня зовут Бутакова Влада, я ученица 10 Б класса городской классической гимназии. Павлова Евгения, главный специалист организационного управления Якутской городской думы. Наша команда называется «Добби». Меня зовут Им Наталья, я предприниматель. Меня зовут Иван, я фотограф. Нашу команду называем Букля. Принято. Влада, поясните, почему День Гарри Поттера отмечается ежегодно именно 2 мая? Потому что вышла первая книга, если я не ошибаюсь. Нет, в этот день Гарри Поттер победил Волан-де-Морта. Евгения, какой факультет из 4 вам ближе? Почему? Коктевран, ума палата, дороже злата. Ну что же. Наталья, какая часть приключений о Гарри Поттере вам больше нравится? Узник Азкабана. Потому что это самая последняя часть, которая была больше всего навеяна волшебством. А каков ваш любимый магический персонаж, помимо Поттера, разумеется? Сириус Блэк. Почему? Мне нравится его характер. Принято. Иван, почему именно Гарри Поттер? Почему не «Властелин колец», «Игры престолов»? в Гарри Поттере мне больше интересно то, как развивается персонаж с самого начала. То есть мы видим, как он в начале 11-летний мальчик, который как бы предстал перед своим миром волшебства и становится взрослым мужчиной. Итак, сегодня игра покажет, сможете ли вы выиграть главный приз игры «Ума палата». Это 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что рядом с вами находится черный ящик. В нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущество права ответа в 1 раунде. Игроки, приступайте. Букля, вы будете отвечать первыми. Верните шары на место, и мы будем начинать. Теперь о правилах. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет команда, набравшая наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравшая команда покинет игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первым будет отвечать команда Букля. Букля, как звали крестного папу Гарри Поттера? Сириус Блэк. Верно. Добби, настоящее имя Волан-де-Морта. Том Марвола Реддл. Верно. Букля. Как в книгах и фильме назвали людей, которые лишены магических способностей и не родились в семье волшебников? Маглы. Верно. Добби, назовите второе имя Гарри. Джеймс. Верно. Букля. Когда студенты Хогвартса сдают экзамен СОВ, стандартное обучение волшебству? На 5-м курсе. Верно. Добби. Кто из Уизли погибает во время финальной битвы за Хогвартс? Фред Уизли. Верно. Букля. Какой журнал издает отец полумный Лавгуд? Лидира. Верно. Добби. Какое заклинание заставляет левитировать объекты в воздухе? Левикорпус. Вингардиум Левиоса. Букля. Какой адрес дома семьи Блэков? Дом Гримо. 12. Площадь Грима 12. Добби. Когда у Гарри Поттера день рождения? 31 июля. Какого года? 1980. 80-го. Букля. Каков правильный порядок рождения детей Уизли? С младшего Джинни, Рон, Фред Джордж, Чарли Билл. Перси, Чарли, Билл. Добби. Кто анонимно отправляет Гарри мантию-невидимку на первое Рождество в Хогвартсе? Дамблдор. Верно. Букля. Какое животное является символом факультета Коктевран школы чародейства и волшебства Хогвартс? Орел. Верно. Добби. Как зовут собаку Хагрида? Пушок. Клык. Букля. Как называется семейный дом Уизли? Нора. Верно. Добби. Какое зелье приносит удачу тем, кто его выпьет? Сейчас. Феликс Фелицис. Верно. Букля. Какая девичья фамилия сестер Лили Поттер и Петуни Дурсль? Эванс. Верно. Добби. В какой день умерли Джеймс и Лили Поттер? 31 октября. Верно. Букля. Что преподает профессор МакГонагал? Трансфигурацию. Верно. Добби. На ком женится Билл Уизли?
Лёрд де Лакур. Верно. Первый раунд завершен. Общая статистика первой игры выглядит следующим образом. Я задал вам 21 вопрос. При этом Добби дали 8 правильных ответов, а Букля 9. Добби, кое-где вы ошибались. Что вас подводит? Паника, наверное, все-таки. Но мы собрались и готовы выиграть. Ну, решительный настрой. А в квизе вы как играете на тематических? В квизе немножко другой формат. В том плане, то, что это там количество участников больше. Время тоже дается на ответ чуть больше. И поэтому в этом плане немножко спокойней. Принято. Команда Букля. Пока что преимущество за вами. Вы будете отвечать первыми во втором раунде. Переход хода во втором раунде осуществляется после ошибки команды. Это означает, что команда, дающая правильные ответы, не оставляет оппонентам ни единого шанса. Букля, где спрятан вход в тайную комнату? В женском туалете. Верно. Букля, какую магию телепортации шестикурсники изучают в Хогвартсе? Трансгрессия. Верно. Букля, что за волшебное существо Арагог? Большой паук. Верно. Букля, какая любимая команда Рона по квиддичу? Пушки Пэдл. Верно. Букля, когда у Невилла Долгопупса день рождения? Совпадает со днем рождения Гарри Поттера. Это 31 июля. 30 июля. Добби, какое прозвище было у отца Гарри Поттера, когда он учился в Хогвартсе вместе со своими друзьями? Сахатый. Верно. Добби, как привидение серая дама связана с волшебницей Кандидой Коктевран? Это ее дочь Елена. Верно. Добби, чем Чарльз Уизли зарабатывает на жизнь после выпуска? Он работает с драконами. Верно. Добби, какое имя получил Клювокрыл после того, как его спасли от казни Гарри и Гермиона? Махаон. Верно. Добби, какой любимый вид спорта у Дина Томаса? Футбол. Верно. Добби, что Гарри делает со своим призом на турнире трех волшебников? Отдает деньги близнецам Уизли. Верно. Добби, как зовут мать Волан-де-Морта? Сейчас, минуточку, пожалуйста. Пас. Миропа. Букля. Кто был охотниками в команде Гриффиндора по квиддичу с участием Гарри Поттера? Анджелина. Еще. Кэти Беллс. Алисия Спиннет. Верно. Букля. Кто первым успешно проник в волшебный банк Гринготтс? Квирл. Верно. Букля. Что связывает Белатрису Лестрэндж с Нимфодорой Тонкс? Они сестры. Она племянница Белатрисы. Время вышло. Второй раунд завершен. А теперь сухие цифры. За его время я задал вам 15 вопросов. При этом Букля дала 6 правильных ответов. Добби также 6. Это означает, что объявляется дополнительный раунд. В нем, без учета времени, вы отвечаете по очереди до победы в 1 очко по принципу пенальти. По преимущественному праву ответов во втором раунде первой будет отвечать команда Букля. Букля. Когда Дамблдор отдает маленького Гарри Поттера Дурслям, МакГонагал спрашивает, можно ли что-то сделать со шрамом на лбу у мальчика? А волшебник ей отвечает, шрамы могут сослужить хорошую службу. У меня, например, есть шрам над левым коленом, который представляет собою что? Карту лондонского метро. Верно. Команда Добби. Знатоки и фанаты, конечно, знают, кто такой Людо Бэгмен. Но помнят ли, какая у Люда Бэгмена была тайна? У него долг перед лепреконами. Он подозревался в связях с пожирателями смерти. Это неправильный ответ. По результатам дополнительного раунда в следующий тур проходит команда Букля. Добби, мы будем с вами прощаться. Что вы можете сказать на прощание? Как вы готовились? Готовились ли вы специально к игре? Ну, я особо не готовилась, мне просто подруга задала вопросы, но это был очень интересный опыт, и я рада, что я тут побывала. В первую очередь хочется сказать спасибо организаторам этой прекрасной игры и нашей команде соперников. Нам было очень интересно играть. Нам все понравилось. Спасибо вам за игру. До свидания. До свидания. Команда Букля. Ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы дадите счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума Палата». Это 100 000 рублей. Я сообщаю вам, что за этот большой денежный куш можно побороться в конце телевизионного сезона.
Жена Николаса Фламеля. Пас. Ренелла Фламель. Какой самый большой мяч используется в квиддиче? Пофл. Верно. Любимое варенье Дамблдора. Лимонный щербет. Малиновая. Как зовут профессора Трелони? Сивилла. Верно. Сколько кнатов в одном стекле? 23. 29. Как называют работников отдела тайн? Невыразимцы. Верно. Старший ребенок Билла и Флёр. Пас. Мари Виктор Уизли. Какое второе имя у Дамблдора? Персиваль. Верно. Какое рождественское мероприятие проводится в честь турнира трех волшебников? Бал. Верно. С какого факультета Ханна Аббат? Пуффиндуй. Верно. Какой спутник Юпитера, по мнению Гермионы, самый большой? Пас. Ганимед. Какой талисман на чемпионате мира по квиддичу у сборной Болгарии? Лепреконы. Вейло. Что означает ГАВНЭ? Гражданская ассоциация... Пас. Минуты. Пас. Гражданская ассоциация восстановления независимости эльфов. Время вышло. За время третьего раунда я задал вам 13 вопросов, при этом вы дали 6 правильных ответов. Общий счет правильных ответов составляет ровно 21. Это означает, что вы проходите на финальные игры. Обращаю ваше внимание, что в финальных играх мы разделим вас. Вы будете играть поодиночке, и вопросы на сей раз не будут из вашей любимой области знания Гарри Поттер. Это будут вопросы общего порядка из разных областей знания. Будет интересно попробовать. Поделитесь ощущениями после игры. Прошла очень ожесточенная битва, я считаю. Я не ожидала, что наши противники будут так же подкованы, как мы в этом вопросе, в этой теме. Ну, очень хорошо поиграли, было интересно, спасибо. Ну, я был удивлен, то, что я хоть что-то помню. В последнем решающем раунде вы смогли пополнить копилку правильных ответов до 20, поэтому жду вас на финальных играх, о которых мы вас оповестим дополнительно. До свидания. Это игра «Ума палата». Каждый, кто считает себя истинным поклонником саги о Гарри Поттере и его друзьях, хотя бы раз в жизни пытался прикоснуться к кирпичной стене. И сегодняшние игроки смогли попасть в портал той самой платформы 9,3, верно ответив на 20 вопросов нашей викторины. Я поздравляю их и приглашаю на финальные игры. А пока что предлагаю окунуться в другой мир. Не переключайтесь. Это игра «Ума палата». Не бывает неподходящего времени, чтобы вспомнить о «Властелине колец». Подумали мы и составили викторину для тех, кто хочет побороться за звание абсолютного гуру во всем, что касается известной саги о Кольце Всевластия. Полагаю, истинным поклонникам не составит никакого труда ответить на вопросы. Что же, давайте начнем. Игроки, представьтесь. Меня зовут Максимов Сергей, я юрист. Всем здравствуйте, меня зовут Львова Ольга, и наша команда называется «Жало». Всем привет, я Андрей Давыдов, учитель в Жатайской школе номер 2. Меня зовут Кине Игнатьева, я работаю журналистом. Наша команда называется «Свояк». Ольга, какой персонаж из саги Толкина вам нравится больше всего и почему? Думаю, тут ответ очевидный, это Леголас, потому что он был любимчиком всех девочек моего возраста, когда мы начали смотреть «Властелин колец». Сергей, кем бы вы были, если бы оказались в волшебном мире «Властелина колец»? Я бы хотел сказать, что я был бы путешественником, покорителем новых открытий, открывающий миры и прочее, но я был бы, наверное, обычным фермером. Я люблю сидеть дома, никуда не выбираться, я был бы хоббитом, скорее всего. Андрей, в какой области Средиземья вы могли бы жить? Мордор, Шир, Рохан? Ну, я бы жил бы, наверное, лучше в Шире, да. Там спокойнее всего. Климат приятный, урожай большой, вкусный. Так что я бы жил там. И что-то вас наверняка объединяет с хоббитами? Да, я очень сильно люблю покушать. Кюней, какая часть трилогии о Кольце Всевластия вам нравится больше всего? Больше всего мне нравится третья часть, Почему? потому что она финальная, и в ней происходит очень много захватывающих событий. Принято. Итак, сегодня игра покажет, сможете ли вы побороться за главный приз игры «Ума палата» за 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры.
Пока что рядом с вами находится черный ящик. В нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в первом раунде. Команда, приступайте. О, Синий. Красный. Жало, вы получили преимущество, вы будете отвечать первыми. Верните шары на место, и мы будем начинать. Теперь о правилах. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет команда, набравшая наибольшее количество правильных ответов по результатам второго раунда. Проигравшая команда покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Команды отвечают по очереди. Первой начинает команда Жало. Итак, первый раунд. Жало, кем был Фродо Бэггинс? Фродо Бэггинс был хоббитом. Верно. Свояк, какой волшебник помогал Фродо на протяжении его пути? Гэндальф. Верно. Жало, как назывался отряд, собранный для уничтожения кольца? Братство кольца. Верно. Свояк, почему отряд распался после отбытия из Лориана? На них напали отряд из Изенгарда. Верно. Жало, какой подарок Фродо получил от Галадриэль? Свет Рендреля. Верно. Свояк, кто хотел завладеть Роханом и штурмовал Хельмову пать? Саруман Белый. Верно. Жало, кто был наследником престола в Минас Тирите? Арагорн. Верно. Свояк, при помощи какого войска удалось выиграть сражение за Минас Тирит? Призраки. Верно. Жало, кто провел Фродо и Сэма к Арадруину? Голуб. Верно. Свояк, кто помог хоббитам спастись после уничтожения кольца? Прилетели орлы с Гэндальфом. Верно. Жало, сколько всего колец сил отдал Саурон людям, эльфам и гномам, не считая кольца всевластия? 19. Верно. Свояк, сколько великих колец было дано расе людей? 9. Верно. Жало, кто не состоял в братстве кольца? Боромир, Фарамир, Мириадок, Брендибак, Перегрин, Тук. Боромир. Фарамир. Свояк, как звали отца Арагорна? Араторн. Верно. Жало, кто один из членов братства кольца пытался отобрать кольцо у Фродо в первом фильме? Как его звали? Боромир. Верно. Свояк, как звали возлюбленную Арагорна? Арвен. Верно. Жало, у меня много имен в разных странах. Митрангир среди эльфов, Таркун среди гномов. В юности нам давно забытом западе я был Алорином. На юге Инканус. О ком идет речь? Гэндальф. Верно. Свояк, кто был режиссером кинотрилогии «Властелин колец»? Питер Джексон. Верно. Жало, кто такой Назгул? Это проклятые короли. Верно. Свояк, этот фильм из кинотрилогии «Властелин колец» завоевал 11 премий «Оскар», в том числе и за лучший фильм. О ком идет речь? Третья часть. О третьей части, верно. Жало. Как было уничтожено кольцо всевластия? В огонь Роковой горы. Верно. Время вышло. Первый раунд завершен. Общая статистика первого раунда выглядит следующим образом. Я задал вам 21 вопрос, при этом Жало дало 10 правильных ответов, Свояк также 10. Это означает, что объявляется дополнительный раунд, правила которого достаточно просты. Вы будете отвечать по очереди до первой ошибки, по принципу пенальти. По преимущественному праву ответа в первом раунде первыми будет отвечать команда Жало. Жало. Я не хочу сражаться, но ждать, что битва вот-вот неминуемо начнется. Ну, как принято говорить, мы вас не торопим, но поторопитесь. это надо продолжить стату, да? Да. Что он дальше? Итак, ваш ответ. Пас. Да. Нет, пас, да. Правильный ответ еще хуже. Свояк. Мушка жужжала, в сетку попала. Не плачь и не ной. Скоро станешь едой. Это правильный ответ. Дополнительный раунд завершен. По его результатам мы определили команду, которая будет отвечать первой на вопросы второго раунда. Это команда «Свояк». Вы получили преимущество. Теперь вы будете отвечать первыми на вопросы второго раунда, который также длится 2 минуты. Переход хода осуществляется после первой ошибки. Это означает, что команда, дающая правильные ответы, не оставляет оппонентам ни единого шанса. Свояк, какое настоящее имя Горлума? Смягл. Верно. Свояк, из какого материала была кольчуга, которую носил Фродо? Мифрил. Верно. Свояк, какой подарок владычица Галадриэль сделала Арагорну? Ножны для меча и плащ.
Зеленый камень в оправе, изображающий глаз распахнутыми крыльями. Жало. О какой потере энтов эльфы складывали песни? Жены были потеряны. Верно. Жало. Как называется место, где было уничтожено кольцо всевластия? Роковая гора. Гора Верно. Дурень. Жало. Каким образом Голум в последний раз обрел кольцо всевластия? Отобрал его у Фрода. Верно. Жало. Имя Нимродель вам о чем-нибудь говорит? Кого или что так назвали? Это оружие Гендель. Это река. Свояк. Как зовут эфильского персонажа с собственными волосами и голубыми глазами, который был метким лучником? Леголас. Верно. Свояк. Назовите последнюю войну против армии Мордора. Война кольца. Война последнего союза людей и эльфов. Засчитаем. Свояк. Кто сказал, даже мудрейшие не могут предвидеть всего? Галадриэль. Гендальф. Жало. В войне кольца какой лес Сарман приказывает оркам вырубить? Фангард. Верно. Жало. Как называются волкоподобные животные, которые нападают на Теодена и его людей? Эти. Варги. Верно. Жало. Как звали любимого пони Сэма? Билл. Верно. Жало. Как зовут коня Гэндальфа? Серогривый. Верно. Как назывался древний меч, срезавший кольцо всевластия с руки Саурона? Жало. Нарсель. Верно. Жало. Где находился Фарнгорн? Возле башни Сармана. Под юго-восточными туманными горами. Свояк. Какой хлеб едят Сэм и Фродо в начале двух башен? Лембас. Это правильный ответ, время вышло. Второй раунд завершен. А теперь сухие цифры. Во втором раунде я задал вам 17 вопросов, при этом Свояк дали 5 правильных ответов, а Жало 8. Команда Свояк, что вам помешало выиграть у своих оппонентов? Ну, особо ничего, просто забылось. Особо ничего? Да. Ну, вопрос был по книге, а я его читал еще в детстве, поэтому я забыл. Расскажите о своем опыте участия в квиз-играх. Являлись ли вы на них победителями, как они обычно проходят? Ну, вообще, да. Мы играли по «Властелину колец» на квизах много раз. В каком году это было? В каком-то году... 23-м, по-моему. Нет, мы еще брали кубок, у нас есть красивый кубок по «Властелину колец», так что опыт имеется достаточно таки большой, скажем так. И вы понадеялись на этот опыт и специально не готовились к нашей игре? Да, если честно, вообще из головы вылетело, что надо готовиться. Да. Ну что же, вы как ученики, которые не сделали домашнего задания. Да. Сегодня мы вам говорим вон из класса. Да. Все, спасибо. Ольга, Сергей, расскажите, когда вы начали увлекаться сагой Толкиена? Я с детства. Меня родители повели на фильм, и я была впечатлена. Вообще жанр фэнтези, вообще весь мозг захватил. Потом, да, с детства увлекаюсь именно сагой и вообще жанром. Да, то же самое, тоже с детства. Когда третья часть вышла в кинотеатрах, я был еще маленький. Вот меня туда повели. С этого момента я большой фанат. Как бы. Да, не толкинист, я не читал все книги, все возможные там легендариумы и прочее, но это не мешает увлекаться как бы фильмами, сериалами. Итак, команда Жало. Ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума Палата». Это 100 тысяч рублей. Я сообщаю вам, что за этот большой денежный куш можно побороться в конце телевизионного сезона. Продолжите фразу «Не думал, что умру, сражаясь бок о бок». С эльфом. Верно. Кто освободил короля Теодена от чар Сарумана? Гендальф. Верно. Кто дал Фродо Бэггинсу фиал Галадриэли? Галадриэль. Верно. Какой персонаж говорит: «Я лучше разделю одну смертную жизнь с тобой, чем проживу все эпохи мира»? Арвен. Верно. Что напугало орков в копьях Мории? Балрак. Верно. Когда эльфы покидают Средиземье во «Властелине колец» 2 крепости, куда они идут? Валинор. Верно. Какие животные иногда щекочут древоборода? Белки. Полевые мыши. Какое место в Средиземье славится своими лошадьми? Рохан. Верно. Как называются огромные животные, которых Фродо, Сэм и Голлум видят в 2 крепостях? Слоны. Альфанты. Альфанты. Что Гендальф уничтожает после битвы при Хорнбурге? Пас.
Посох Сарумана. Время вышло. За время третьего раунда я задал вам 11 вопросов. Вы дали 7 правильных ответов. Общий итог составляет 25 правильных ответов. Это означает, что вы пополнили копилку до необходимой суммы. И я приглашаю вас на следующие игры. В следующий раз, разумеется, будут вопросы общего характера из разных областей знания. Каковы ваши предварительные надежды на успех? Как оцениваете себя по физике, математике и другим областям? Я оцениваю себя слабо, но, скажем так, мой настрой, он будет боевой. Не, но учитывая то, что у нас тоже есть такой же опыт как бы по общим вопросам участия, наверное, у нас будут представления, как к чему готовиться на танцы. Отлично, я запомнил. И обязательно припомню. Да, хорошо. Готовьтесь. До свидания. До свидания. До свидания. Это игра «Ума палата». Киновселенная «Властелин колец» за более чем 20 лет своего существования не могла не обрасти огромным количеством поклонников. И даже те, кто не смотрели ни единого фильма, знают об известных мемах «Моя прелесть» и «Ты не пройдешь». А вот кто прошел на следующие игры, так это команда «Жало» Ольга Львова и Сергей Максимов. Как справиться с вопросами наши следующие игроки, узнаем, как обычно, через неделю.